Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшний выпуск «Арены событий» будет посвящен законопроекту о дальневосточном гектаре, который уже 19 апреля может стать законом, и в который из всех субъектов Дальневосточного федерального округа только Республика Саха-Якутия активно вносила свои поправки. Сейчас по итогам уже проделанной работы можно сказать, что путь внесения предложений и уточнений был единственно правильным и разумным. Республика отстояла интересы своих граждан. Вспомним, каким был законопроект после того, как правительство Российской Федерации утвердило его своим постановлением 19 ноября прошлого года. 13 статей на 5 страницах. И вот когда Госдума уже 18 числа принимала в первом чтении законопроект, мы уже к этому за день внесли в концепции свои замечания и предложения, направив от 17 декабря. А 18 декабря, как только Государственная Дума приняла в первом чтении, обозначила дату приема предложений на 1 месяц, сроком на 1 месяц, мы в тот же день вот эти поправки, поскольку у нас они в целом были принципиально готовы, и направили их вовремя. И после первого чтения, когда пошли уже предложения со стороны республики, они были направлены от имени главы республики, от имени председателя правительства республики, были оформлены в установленный срок от Государственного собрания Иль-Тумен в виде поправок, утвержденных постановлением Государственного собрания Иль-Тумен. Дальше уже в процессе работы, когда мы увидели проект уже отредактированный, была изменена группа разработчиков в самом Минвостокразвитии. И мы уже непосредственно работали с разработчиками, по сути говоря, адаптировали те поправки, которые были учтены и не учтены, уже прямо вот в процессе чтения постатейно. И, конечно же, очень много предложений республики именно, не только вот, которые в виде официальных поправок ушли, они были продуманы совместно с Минвостокразвитием, комитетом по земельным отношениям и строительству, нами, пропущены через себя, и вот были оформлены в виде уже того проекта, который уже содержит 22 статьи на более чем 80 страницах. Рассматривая, каким был и каким стал законопроект о дальневосточном гектаре, «Арена событий» выступит в роли отделителя мух от котлет. Конечно, проще, объединившись, скандировать: «Так не доставайся же ты никому». Но, во-первых, давно замечено, что в толпе мы глупее, чем поодиночке, больше подвержены экзальтации, паникерским настроениям, и любой симулякр можем принять за чистую монету. А во-вторых, давайте будем реалистами. Законопроект о дальневосточном гектаре – это будущий федеральный закон, а не закон одного субъекта. И Россия – это единое правовое пространство. Сейчас можно признать, что были разные варианты. В том числе, предложить отклонить данный законопроект. Но мы трезво понимали, что вот это предложение в любом случае не пройдет, поскольку правительство России, Государственная Дума, Якутию видит в составе вот этого большого макрорегиона и видит как единый дальневосточный макрорегион. И изучая практику принятия законопроекта, мы приходим к выводу, что выведение отдельных субъектов – это практически нереально. Еще раз скажу, уже не раз повторяла в различных интервью о том, что, конечно, большая проблема именно в том, что сам законопроект в том виде, который он есть, он не распространен для широкого круга. Даже те общественники, которые у нас выступают, они, по сути говоря, не читали сам текст законопроекта, из-за чего возникают различные казусы. «Мир принадлежит терпеливым», гласит итальянская поговорка. Работа над федеральным законом о дальневосточном гектаре шла планомерно по нескольким направлениям. По линии правительства республики, по линии Государственного собрания Иль-Тумен. Активность проявляли общественные организации. Сейчас тоже можно рассказать о том, что мы работали не только от имени напрямую Госсобрания или Республики, а мы вносили свои предложения через разные фракции, поскольку все фракции Госсобрания очень активно и очень плотно, независимо от принадлежности партии, очень плотно поработали. Хочу отметить о том, что все высшее руководство было подключено к этой работе. У них состоялась куча встреч
на разных уровнях. Это и глава республики Сам Егор Афанасьевич, председатель парламента нашей республики Александр Николаевич Жирков, Галина Никентьевна Данчикова. Вот они буквально знают практически каждую статью, каждый пункт данного законопроекта, поскольку все это пропускали через себя. В итоге, чисто по арифметике, можно сказать о том, что в данном законопроекте учтены порядка 25, учтены или принято 25 разных поправок, отработанные в ходе работы, еще раз повторяю, с Министерством Минвостокразвития, с которым очень плотно работало Министерство имущественных земельных отношений, лично министр Евгения Васильевна. Владимир Михайлович, а вклад общественных объединений был существенным? Да, безусловно, значит, общественные силы, общественные различные организации, они подключились, вносили конкретные предложения, некоторые общественные организации. Вот, допустим, Общественная палата республики, она достаточно плотно работала, и вот буквально до последнего дня работала с Общественной палатой Российской Федерации. Все и органы власти, в лице парламента, правительства и общественных сил были задействованы, и итогом вот нашей общей работы является то, что законопроект он очень сильно изменился. Изменился, безусловно, в лучшую сторону. У меня в руках законопроект об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, подготовленный ко второму чтению в Государственной Думе. В нем очень много позиций, отмеченных оранжевым маркером, то есть предложений от республики, принятых в качестве поправок. Впрочем, пусть об этом профессионально расскажут мои собеседники, эксперты по законопроекту. Ведь взять, например, статью 7, где обозначены основания для отказа в предоставлении земельных участков. Этих оснований там 25. Ни в одной норме земельного законодательства не содержится вот такого вот собранного в одном месте кодифицированного перечня оснований для отказа в предоставлении земель. Это вот тоже один существенный момент. Это чисто, опять же, по арифметике, а по сути практически, исходя из норм данного законопроекта, существенно большая часть территории Якутии, она не подлежит предоставлению по нормам данного законопроекта. Это и особо охраняемые природные территории не только федерального значения, но и местного, республиканского и местного значения. Это территории традиционного природопользования. Значит, не предоставляются земельные участки с месторождением полезных ископаемых, то, чего многие боялись, что в этих целях и некоторые будут стараться получать земельные участки. Это и определенная часть земель лесного фонда, часть защитных лесов. Это и то, что, значит, запрещается проведение сплошных рубок, то, чего мы все время тоже опасались. То есть в этих целях человек не может запрашивать. Далее ограничения идут ссылкой на нормы действующего лесного законодательства, то есть требуется обязательно проект освоения земель. Все это осуществляется под контролем, но и в основном в целях земель лесного фонда будут предоставляться в целях, значит, ведения сельского хозяйства и так далее. Мы считаем, что из всех наших предложений, которые мы направляли, не учтены следующие. Вот если говорить о проблемах, да, не учтено, во-первых, предложение о том, чтобы в собственность или в аренду земельные участки предоставлялись только лицам, которые официально зарегистрированы по месту жительства на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Далее то, что законом субъекта определялся уполномоченный орган по распоряжению землей. Третье – это то, что в отношении охотничьих угодий, вместе с тем вот по охотничьим угодьям есть учтена уже наша поправка в части, это вот уже в последнем совершенно вот заседании комитета, в части того, чтобы ограничение прав на землю правом на пользование охотугодиями, предоставленным долгосрочными лицензиями, было учтено.
Вот эта вот поправка, она учтена уже в этом проекте закона. И четвертое, это вот мы говорили о продлении сроков переходного периода. Поправка Госсобрания Иль-Тумен, она заключалась в том, чтобы первый этап, это вот на территории муниципального образования, длительность этапа была до 1 января 2017 года. То есть вот такой вот длительный срок. Второй этап, это уже когда этим правом получения 1 гектара могут воспользоваться исключительно граждане, проживающие на территории субъекта, тоже сроком до 1 года, то есть до 1 января 2018 года. И только после 1 января 2018 года, чтобы этим правом могли воспользоваться все граждане Российской Федерации. Вместе с тем четко оговорено о том, что те земельные участки, которые ранее учтены были до вступления в силу Земельного кодекса, в порядке вот дачной амнистии, у которых есть правоустанавливающие документы, по которым, вернее, на них тоже не распространяется действие закона. Собственно говоря, особенно вот наши граждане-то, они волновались насчет тех земельных участков, по которым у них нет сведений в кадастровой карте. А может ли 19 апреля состояться и второе, и сразу третье чтение? Вполне возможно, но единственное предложение, единственное замечание, неучтенное, недостаточно, скажем, учтенное, это касается значит, переходных положений данного законопроекта, то есть этапности. Вы рассчитываете быть 19 апреля в Москве? Ну, не знаю, вот мы постоянно каждый день в контакте и с комитетом профильным, с депутатами государственным, с аппаратом от Государственной Думы. Поэтому постоянно на связи, если будут какие-то изменения, какие-то серьезные иные вопросы, требующие нашего дальнейшего вмешательства, нашей дальнейшей работы, конечно. Закончить сегодняшний выпуск я хочу цитатой Джорджа Бернарда Шоу. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.